26 сентября КРСУ посетила делегация Северо-Кавказского федерального университета в составе ректора Дмитрия Беспалова, начальника отдела международных проектов и программ Владимира Самойленко и директора по информационной политике Людмилы Соколовой. Конечно же, в планах и вопросы, связанные с образовательной деятельностью. Действительно, не хочется, чтобы мы что-то запускали, а это, собственно, в меньшей степени интересовало обучающихся, студентов наших. Это 3 магистерские программы. Да, во всяком случае, вот коллеги наши по горизонтали такие возможности обсуждали. Это журналистика, строительство и техносферная безопасность. Мы, могу сказать честно, заинтересованы в создании таких сетевых образовательных программ. Тем более там и достаточно удобный формат. Там каждый поступает в свой университет, потом фактически первый семестр обучается у себя, 2 семестра в гостях, и последний семестр там по выбору защиты на базе своего университета либо в гостях. Вот. Но я думаю, что это только начало. Я хотел вас поблагодарить за оказанную поддержку, когда мы участвовали в этом году в конкурсе Россотрудничества по проведению молодежного мероприятия как раз для стран, для Республики Кыргызстан, Таджикистан, Армении и Белоруссии. Как раз вот при вашей поддержке, в том числе, мы оказались среди победителей. На встрече с ректором Кыргызско-Российского славянского университета имени первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина Владимиром Нефаневым стороны подписали меморандум о сотрудничестве и обсудили перспективы организации летней школы журналистики, совместные образовательные проекты по ряду специальностей. Также стороны обсудили создание лабораторий, ориентированных на решение перспективных задач промышленности. Для студентов кафедры журналистики факультета международных отношений КРСУ в рамках визита прошел мультимедийный марафон. Опытом работы в условиях новых медиа поделилась директор по информационной политике СКФУ, старший преподаватель базовой кафедры телевизионной и радиожурналистики Людмила Соколова. Коллеги, потому что, знаете, журналисты, они начинаются не с того момента, сейчас открою большую тайну, как они получают диплом, а с того момента, как им приходит в голову эта чудесная мысль стать журналистом. Многоуровневые, то есть это они, ну не знаю, наверное, вот такой момент стало понятно, что... Надо отметить, что студенты с большим энтузиазмом выполняли задания марафона. И лучше с ними проходят года, вкуснейшее мясо и нежное тесто. Конечно, не знаю, всегда главное умение, Вы поняли, что в профессию впрыгивают сразу. Сегодня, вот, знаете, честно говоря, я получила такое колоссальное удовольствие от ваших горящих глаз, потому что, когда мы с вами встретились несколько часов тому назад, они у вас горели меньше, чем сейчас. И то удовольствие, улыбки и счастье попробовать себя. Вообще, какие вы молодцы. Давайте мы сами себе поаплодируем. Мне кажется, самое главное, чему студенты сегодня научились, это то, что надо осваивать новые технологии, надо делать то, что страшно, надо выходить, пробовать, снимать, монтировать, потому что настоящая профессия начинается тогда, когда ты в нее веришь. Вот ты чувствуешь себя журналистом, значит, ты встал и пошел делать что-то, что интересно людям. А потом наш мультимедийный сегодня практикум, он был сторитейлинг. Это было про истории. И ребята, вот самое главное, что они почувствовали, они рассказали истории тех людей, кто встретились, разные абсолютно задания. В общем, я хочу сказать, что я в восторге от потенциала и от того, что всего за несколько часов ребята смогли освоить новую для себя абсолютно технологию. Классный университет.
кипучий, молодой, энергичный, яркая такая энергия. Ну и мне кажется, у меня есть несколько задумок, и это такая ласточка для того, чтобы потом наладить нормальные партнерские, взаимоинтересные друг с другом проекты. Я считаю, что это очень важно, очень нужно посещать такие тренинги, очень помогает разбираться с новой технологией, общаться с людьми, потому что сегодня мы поработали с другим курсом, с которым я не общалась, мне очень сильно понравилось. Я считаю, что это было необходимо для нашего курса. Сегодня мы работали над текстом, мы сделали какие-то фотографии, сняли какие-то видео. Раньше у нас не было никаких практических заданий, потому что мы вот учимся только буквально 3 недели. Для нас это было впервые. На самом деле это очень увлекательно, когда к нам приходят специалисты из других вузов, из других вообще учреждений, и рассказывают нам новую информацию, которую не могут передать и наши преподаватели в том числе. И сегодня мы узнали, как снимать, как монтировать, как говорить правильно, писали плюсы, минусы и так далее. И сегодня было очень продуктивное мероприятие, я очень рад, что я посетил данную программу.